Добрый вечер. Это программа «Детали дня». Сегодня в Сыктывкаре работает делегация Республики Беларусь. Визит связан со строительством 2 школ в столице Коми. Компания «Белстройцентр Калуга», которая входит в крупнейший белорусский строительный холдинг «Белстройцентр», возводит в Сыктывкаре школу на 1200 мест в микрорайоне Орбита и берется еще за одно в поселке Краснозатонский. Оба объекта сегодня посмотрел министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный. О том, как это было, расскажет мой коллега Максим Васильев. Этого события и городские власти, и жители сыктывкарского местечка Красный Затон ждали, наверное, лет 10. Новая школа на 600 мест – это все то, о чем жители 16-тысячного поселка так долго мечтали. Не было главного, решительного партнера. На помощь пришли строители братской державы. Солнечный, морозный день, конечно, очень счастливый для Республики Коми, потому что на основании межправительственных соглашений с правительством Республики Беларусь мы вступаем в новое качество партнерства. Республика Коми приложила максимум усилий для того, чтобы данный объект вошел в федеральную программу создания новых мест. И планируется привлечение федеральных средств бюджета и бюджета Республики Коми. Федеральный бюджет уже принял решение об оказании поддержки в размере 281 миллиона рублей. Подрядчик Трест Белтранстрой серьезней некуда. В холдинге 18 организаций, 30 тысяч работников. За плечами успешное возведение комбината в Туркменистане, реконструкция заводов по нефтепереработке, строительство атомной электростанции в самой Беларуси. Да и что уж там говорить, если их работу приезжает лично оценивать федеральный белорусский министр. В Российской Федерации вообще развивает. Сегодня большое внимание уделяется строительству школ. Это серьезная программа. Мы уже со своей стороны участвуем в нескольких программах на территории Российской Федерации. И вот именно в Коми интересно нам поработать вот здесь, в этом регионе. Очень своеобразный регион. И хочется вот именно построить что-то, чтобы была память о белорусах. Мы здесь строим на условиях привлечения собственных кредитных средств, а потом уже бюджет будет рассчитываться после увода школы, уже рассчитываться с нами за это строительство. Стандартная конструкция, кирпичная кладка стен с плитами перекрытия. Утепленный фасад вентилируемый с плитами гранитами. Как я уже сказал, внутренняя начинка школы, она соответствует всем современным требованиям. Один из главных ритуалов – освещение площадки местный отец Федор чуть расширил и после песнопения ушел в поля, чтобы было масштабней. Школа в Краснозатонском, пусть и типовой проект, но белорусам вполне знакомы. Точно такие они возводят у себя. Рядом со школой появится небольшой стадиончик, ну а благоустройство общее дело мэрии столицы Коми. Доля города там, значит, в том числе и в бюджетах разных уровней мы принимаем участие. Значит, наш проект. В первую очередь мы заказывали, мы проектировали, мы оплачивали, мы сейчас передали проект. Конечно, вся инфраструктурная поддержка. Значит, конечно, мы начинаем думать по сообщению автобусов и, значит, там пешеходов уже именно здесь. То есть, конечно, вся инфраструктурная часть, она будет лежать на нас. И, в принципе, мы сейчас приступаем к разработке уже конкретных планов и сроков. Но мы понимаем, что это наша зона ответственности. Зона ответственности строителей из Братской Республики с недавнего времени еще и уже порядком измученной волокитой школа в микрорайоне Орбита на 1200 мест. Серьезный федеральный проект уже несколько раз менял подрядчика, и сроки уже были угрожающими, пока не пришли наши новые партнеры из братской страны. Сегодня здесь вовсю кипит работа, белорусы уже приступают к внутренней отделке. Уже планируем со второй половины февраля здесь заниматься полным ходом по отделке столовой. Это само собой. Нельзя хотя бы пока там будет прогреваться, здесь уже должны люди начать работать и переходить сразу туда. У нас по графику так и стоит. Мы вообще, в принципе, до конца марта хотим передать столовую под ключ для монтажа оборудования заказчика. У белорусских строителей есть свои идеи по внутреннему оформлению школы. Их они уже озвучивали. Например, по обустройству туалетов для девочек и мальчиков. Впрочем, пока об этом говорить еще рановато. Время для обсуждения еще есть. Срок сдачи этого объекта – 25 июля. Подробности мы узнаем у наших гостей в студии. Это министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Черный и министр строительства и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский. Анатолий Борисович, Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, Анатолий Борисович, повезло вам с погодой сегодня. Прекрасный зимний день. Такие у нас сегодня редкость, мороз и солнце. И первый вопрос у меня такой. Все-таки вы привыкли на юге работать. Мы живем на севере. Наверняка строительство на юге и на севере отличается. Вот как вы учитываете наши особенности? Вообще юг — это сказано громко. Беларусь имеет
во всяком случае, схожий климат, и в зимний период у нас морозы и выше 20, и до 30, поэтому мы умеем работать во всяких условиях, тем более для нас это все не ново. Знаем, как работать, как с технологиями работать, поэтому здесь ничего сверхъестественного для нас нет, стройка везде одинакова. Вот сегодня вы побывали на объекте в микрорайоне Орбита, где строится школа на 1200 мест. Посмотрели. Вот на этом объекте действительно менялся подрядчик, и вы пришли в конце ноября туда. Какие-то есть замечания? Ну, замечаний серьезных на сегодняшний момент по организации у меня нет. Неплохо сработано уже за эти дни и с инфраструктурой, и с внутренней, и с внешней. Работы активизированы на фасадах. Запущено тепло в часть помещений, поэтому на этой неделе, на следующей будет закончен пуск тепла вообще полностью в здание. И тогда уже активизируются работы по отделочной работе. Поэтому сроки, которые поставлены перед строителями задачи, они должны быть выполнены. Мы даже это не обсуждаем. И я вижу, что в принципе вся подготовка объекта, она сделана правильно и сроки реальные. Сергей Владимирович, а как вы оцениваете ход, качество работ? Ну, на самом деле, отклонений каких-либо от нами же вместе утвержденного составленного графика по производству работ нет на сегодняшний день, и я надеюсь, что их не будет. Работы действительно все идут в намеченных сроках, планах, поэтому мы визит Анатолия Борисовича ждали очень долго. Сегодня, проведя рабочее совещание, мы определили определенные реперные точки, которые у нас появляются. И я надеюсь, что школа, ну не надеюсь, я уверен, что школа будет введена в те сроки, которые определены у нас договором. Давайте еще раз обговорим эти сроки. 25 июля 2018 года. Это будет готова полностью школа со всем благоустройством. Анатолий Борисович, вот многие знают о таком крупном холдинге, как Белстройцентр, но немногие знают о такой компании, как Белстройцентр Калуга. Вот что это за компания и какими объектами она может гордиться? Белстройцентр Калуга – это филиал, созданный на территории Российской Федерации, потому что, входя на работы в Российскую Федерацию, нужно иметь свои представительства на территории. Этот филиал был создан для строительства одного из серьезных объектов инфраструктуры – это школа на 1000 мест в микрорайоне Веснушки. Рядышком строится и детский сад, ну и там же строится белорусский квартал, который сегодня из конструкции белорусских КПД строится. Вот в этом году мы в первом квартале сдадим 40 тысяч квадратных метров. Это большой комплекс, и вот эта компания, там она была создана для этого, для работы на территории Российской Федерации. И первый опыт, ну, школа на 1000 мест уже в марте будет введена в эксплуатацию. Начали мы ее строить в июле прошлого года. Сергей Владимирович, а где же наши местные строители? Наши местные строители как раз работают на этой школе. У Белстройцентра Калуга заключены договора с субподрядными организациями. Эти организации как раз все располагаются в Республике Коми, то есть в Сыктывкаре. Это вся инженерная инфраструктура, то есть это и вентиляция, и отопление, и электроснабжение объекта. Это и фасадные работы, которые выполняются на сегодняшний день. Это все специалисты наши. Поэтому здесь подход у нас сразу с коллегами был однозначно определен, что большую часть строителей должны задействовать именно Республики Коми, потому что здесь важна еще и социально-политическая составляющая того, чтобы люди приносили, зарабатывали деньги, приносили их домой. И поэтому здесь коллеги совершенно как бы правы, когда мы проговаривали, они тоже поддерживаются такого же мнения. Единственное, что, естественно, они какую-то часть своих специалистов привезут, но это именно на те работы, которые занимают, ну, очень ответственные, скажем, это в основном отделочные работы, где генподрядчик будет нести ответственность, и, естественно, он будет доверять тем своим бригадам, которые он сюда привезет. Но все равно основная львиная доля специалистов, которые будут работать на этой школе, это будут именно наши специалисты. Вот давайте теперь о другой школе поговорим, в Красном Затоне. Да, микрорайон очень быстро растет, там выдают землю для многодетных семей, школа там одна, понятно, что каждый второй ребенок сейчас ходит во вторую смену. И, конечно, вот этот корпус на 600 мест очень нужен.
Насколько это интересный и важный для вас объект, Анатолий Борисович? Ну, для нас важно начать объект с нуля, это раз. Во-вторых, мы здесь как раз такое слово обкатываем программу инвестирования. Здесь мы приходим с собственными кредитными средствами, собственными инвестициями, строим школу под ключ и потом уже продаем ее государству в виде федерального и областного бюджета. Это деньги заложены в бюджет, и по окончании школы, когда мы подпишем акт госкомиссии, передадим ключи и за это получим свои деньги. Сергей Владимирович, какие задачи вы ставите вот по этой школе? Ну, самое главное — это сроки, соблюсти все сроки. И здесь генподрядчик сам уже, то есть инвестор сам определяет для себя, как он будет строить, чем он будет строить и почему он будет строить, да, и за какие средства. Наша задача — это совместно помогать в тех вопросах, которые будут необходимы. И это основное условие — это соблюдение тех сроков, которые были определены при... Это декабрь 2018 года. Совершенно верно. Вот мы видели сейчас сюжет в начале программы и объясняли, что это за проект. Анатолий Борисович, может быть, еще вы опишете, что это будет за школа в Красном Затоне? Чтобы мы ее представили, какой она будет. Ну, описать школу, наверное, сложно. Это типовой проект, он компактный, очень все находится, и внутренний двор аккуратный, и, в принципе, место расположения школы хорошее, ну и, конечно же, спортивное сооружение. Поэтому проект типовой, он трехэтажная школа и достаточно комфортная для того, чтобы проводить там занятия. Особенного там ничего нет в этом проекте. Единственное, что это фасады, которые сегодня не просто кирпичная будет школа, она будет с фасадом, с вентилируемым, будет иметь довольно-таки презентабельный вид, сочетающийся с видом существующего красивого поселка, который там развивается. Сейчас мы прервемся на рекламу, и через 20 секунд мы вновь в этой студии. Это программа «Детали дня». Сегодня в Сыктывкаре работает делегация Республики Беларусь. Визит связан прежде всего со строительством 2 школ в столице Коми. Ну а, конечно, сотрудничество между нашими республиками давнее. В 70-е 90-е годы, когда бурно шло промышленное освоение территории Коми СССР, здесь, на севере, жили до 27 тысяч белорусов. В 1997-м подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Коми. Сейчас готовится обновленный документ. В 1998-м к нам приезжал Александр Лукашенко. Мы хорошо знаем и любим белорусские продукты и товары. Многие едут в отпуск в Белоруссию. А для российских журналистов Минск организует пресс-туры. В одном из них побывала Евгения Новоселова. Зубры, песняры, тракторы, Беловежская пуща, картошка. Ну и, конечно, Лукашенко. Эта страна имеет отлично узнаваемые бренды. У нее свое лицо, хоть черты его весьма схожи с нашим, русским. Но не только Бульбой и харизматичным президентом интересна эта маленькая, но гордая республика. Кто не слышал о вкусной белорусской молочке или колбасе? Кто не слышал, тот пробует. В городах нашей республики все чаще можно увидеть магазинчики или киоски с узнаваемым белорусским орнаментом. Вы покупали белорусскую продукцию? Покупали. Как оцениваете их качество? Замечательно, нравится. Покупали, вкусные, хорошие. Хорошие. На выставке в торгово-промышленной палате. Всегда нравится. Качество хорошее, но цены кусачие. Еще одна важная строка в списке экспортируемых Беларусью товаров – обувь. Самая крупная обувная фабрика страны производит в год больше 2 миллионов пар кожаной обуви. Основной ее покупатель живет в России. И в нашем регионе тоже находятся поклонники белорусских башмачков, хоть и стоят они почти как итальянские. Но и нам есть чем заинтересовать белорусов. Вот пример. Директор старейшего белорусского деревообрабатывающего предприятия много раз был в Республике Коми. Изучал наш опыт лесозаготовки и переработки. К слову, главным конкурентом своего завода Анатолий Юхновец считает наш Книжпогосский деревообрабатывающий комбинат. У наших республик не только кровная связь. В Коми жили и живут тысячи белорусов, но и нарастающая экономическая. Строительство наших школ белорусскими специалистами лишь укрепит партнерство. Анатолий Борисович, конечно, визит у вас деловой, но все-таки что-то удалось новое узнать о нашей республике? Конечно, за короткий деловой визит много не узнаешь, но мне
понравилось так, как живут люди здесь, как они следят за своими этническими народами, как они относятся к своей культуре, к своей истории. Это понятно, что народ не большой, и вот он бережно относится к всему своему наследию. И вот мы сегодня, я несколько раз встречался с такими хорошими людьми, которые очень серьезно относятся к той работе вот, и к собственной истории. И вот то, что народ любит свою страну и пытается ее постоянно украшать, улучшать, ну и сохранять то, что было веками создано на этой территории. Сегодня в Доме дружбы народа с гостями встречались активисты белорусской национально-культурной автономии в Коми. И сейчас у нас на прямой связи по телефону со студией лидер автономии Андрей Лозицкий. Андрей Анатольевич, добрый вечер. Вечер добрый. О чем вам удалось договориться, о чем поговорить? Ну, мы всегда рады гостям Республики Коми, а тем более нашим дорогим сябрам. Вот. Мы видим сегодня поступательное развитие дружеских отношений между Россией и Белоруссией, между Республикой Коми и Республикой Беларусь. Вы знаете, что Сыктывкар побратим с городом Могилевым, Гродно с городом Ухтой. Есть проект, поддержанный белорусской стороной о начале дружеских деловых контактов между Сыктывкарским районом и одним из районов Гродненской области. Мы прошли определенный этап официальных визитов и представителей культуры, и теперь переходим к другому этапу решения конкретных экономических задач, что делает наши взаимоотношения еще более прочными. Поэтому мы, представители национальной культурной автономии Беларусь, в Республике Коми, уверены, что ставка на профессионализм строителей, строительных организаций из Беларуси, возведение объектов социальной сферы в нашей республике, это абсолютно правильное решение правительства Республики Коми. А что успели показать нашим гостям? Мы показали сегодня то, что мы достигли. Ну, что могли, конечно, за это краткое время, то, что достигли за 20 лет, потому что буквально в ноябре мы отметили свое 20-летие, выпустили определенную книгу, подарили им это все. Ну, очень малое, конечно, время было для этого. Но, тем не менее, у нас связь с Белоруссией постоянно. Многие наши в Коми жители ездят туда, значит, не теряют своих корней. Поэтому очень много узнали от них и рады, что сегодня у нас завязываются такие постоянные, долгосрочные взаимоотношения. Андрей Анатольевич, спасибо вам большое. Анатолий Борисович, ну давайте вернемся опять к строительству. Все-таки какие у вас еще есть интересы? Может быть, в строительстве других социальных объектов на территории Коми? Интересы, как выразить, чтобы они действительно интересы есть, и строить совместно, и вместе нарабатывать опыт совместно, это очень важно. Но в первую очередь мы хотим сегодня вот все-таки вот эти два проекта довести до конца. Мы будем участвовать во всех предложениях, которые будут, в тендерах будем участвовать, но вот первые шаги надо показать себя, надо сделать, чтобы достойно были объекты, вовремя были уведены, и тогда можно говорить о более широком сотрудничестве, более значимые объекты. Я думаю, что это все впереди. Сергей Владимирович, есть ваши предложения гостям? Вот у нас идет, например, программа переселения, она продолжена, продлена. Ну, по программе переселения там можно говорить отдельно, потому что она никак, я имею в виду для белорусских коллег. Есть предложения? Она не будет никак здесь пересекаться именно с теми вопросами, которые мы сегодня обсуждали. Есть много куда двигаться, вопросы находятся не в стадии обсуждения. Сейчас говорить о том, что мы обсуждали, но это преждевременно. Для того, чтобы об этом разговаривать, необходимо, чтобы это свершилось. Да? И когда уже будут достигнуты определенные какие-то договоренности, потому что действительно много есть куда двигаться с белорусскими коллегами. И мы сегодня с Анатолием Борисовичем этот вопрос вдвоем тет-а-тет обсуждали. Понимание полное есть, и как только это будет все уже формализоваться в То есть сегодня рамках секретов соглашения, пока мы никаких не узнаем. Вот. Ну, понимаете, не сторонник того, чтобы преждевременно говорить о том, что еще не свершилось. Как только будут наши отношения и договоренности о том, что мы говорили, положены на бумагу, да, и подтверждены нашими подписями, тогда можно это будет уже озвучивать и говорить, что да, есть свершившийся факт, и будет продолжена та или иная работа, и будут построены те или иные объекты.
возведены те или иные предприятия. Поэтому, как только это свершится, вы об этом узнаете. Сегодня утром вы встречались с главой республики Сергеем Анатольевичем Гапликовым. О чем вы там говорили, какие, может быть, принципиальные вещи обговаривали? Мы Анатолий как раз Борисович. говорили о том, о чем сейчас мы с вами говорим, о важности и о значимости тех объектов, которые сегодня строятся. Это социальные объекты, это программа всероссийская, переход на односменное обучение детей. И это очень важно. И глава республики очень озабочен этим. И это одна из главных тем, которые мы сегодня обсуждали. И именно говорили о тех сроках и качестве, чтобы все это было и в сроки, и качественно сделано. Поэтому основная задача – это выполнить ту социальную программу, которая поставил перед собой глава республики, ну и перед нами тем более. Ну что ж, вот у нас осталось несколько минут до финала эфира. И, Анатолий Борисович, я хочу вас поздравить и всех жителей Республики Беларусь, потому что сегодня стало известно, что титулованный норвежский биатлонист Бьорн Далин поедет на Олимпиаду в Южную Корею вместе со своей женой Дарьей Домрачевой в составе белорусской сборной в качестве тренера. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Белорусскую федерацию биатлона. А вот Дарья была несколько лет назад в Сыктывкаре, в этнопарке, и общалась и со спортсменами, и с юными спортсменами, и с нами, журналистами. Так что поздравляем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. Завтра смотрите «Детали недели» с Александром Кузнецовым. Всего доброго. До встречи на Юргане.